Работа по строительству современного физкультурно-оздоровительного комплекса идет по плану. Монтаж несущих конструкций, кровельные работы и устройство фасада завершены. Строится объект в рамках реализации федеральной программы «Спорт. Норма жизни» национального проекта «Демография». На данный момент у нас почти что завершились работы где-то на 55%. У нас вовсю идут работы по электрике, идут работы по отоплению, по вентиляции, по канализации. Уличная канализация почти что у нас вся закопана. Осталось единственное подключиться к основным бочкам канализации. Они будут примерно где-то через неделю основные должны прийти. Некоторые бочки нам привезли. Из-за того, что их нету, мы сейчас в данный момент не можем завершить работу по канализации уличной. Но в основном 95% работы по уличной канализации у нас закончено. Все работы по железные конструкции у нас завершены почти что по 95%. Нам единственное осталось сейчас закрыть ее сэндвич-панелем и закрыть кровлю сверху. Так что все сложности, самые трудные и опасные моменты были завершены. Общая стоимость объекта составляет более 300 миллионов рублей. Залы для борьбы, душевые, массажный кабинет, кабинет врача, информационный, тренажерный, фитнес-залы. Преимуществ у нового спорткомплекса много, но главным остается плавательный бассейн. На данном этапе уже завершились работы по штукатурке, по стяжку. Все виды выходящие трубы уже заложены. В подвале уже практически установлено все оборудование, необходимое подключение воды, фильтрации и циркуляции бассейна. Бассейн у нас 25×8, полуолимпийский. Глубина максимальная 2,25. Таких бассейнов в Ингушетии практически не было и нет. Это единственный в Израиле у нас будет такой мощный профессионально оборудованный бассейн. Ну, в принципе, работы сейчас у нас остались только то, что мы видим, отделочные. Надо просто оббить гидроизоляцией и мозаикой закрывать его и все. Особое внимание уделили очистным сооружениям и качественному проведению всех необходимых коммуникаций, вентиляции. На это делает акцент и глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов. Согласно проекту, все эти требования подрядная организация учла. Рабочие не сбавляют темпов, чтобы сдать объект в срок и порадовать жителей. На данный момент мы находимся в самом зале борьбы. Здесь у нас будет в итоговом зале борьбы. Сейчас тут ведутся работы по отделке, штукатурку мы делаем. Делаем электрику и, в принципе, отопление. На данный момент это все. Практически у нас сейчас снизу начались идти работы по стяжке. Сейчас буквально через 2-3 дня уже мы будем делать здесь стяжку, уже готовиться к внутренней отделке. Решение о снесении старого городского физкультурно-оздоровительного комплекса имени Бай-Али Дзаурова было принято руководством региона. Старое здание не соответствовало требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства и пожарной безопасности. Новое спортивное сооружение города позволит спортсменам проводить коллективные тренировки в комфортных современных условиях. Население данного города стремится к занятию физической культуры и спорта. Я думаю, как мы построим спорт и как он начнет действовать, то наши дети и в будущем уже чемпионы будут вести здоровый образ жизни не только для детей, но также здесь в этом физкультурно-оздоровительном комплексе будет плавательный бассейн, где могут свободно приходить матеря со своими детьми, взрослые, заниматься плаванием. Тем более плавание – это такой вид спорта, который приносит только пользу. Для возведения нового здания было отведено 2 гектара земельного участка на улице Фестивальная. Эта территория позволит полноценно реализовать все замыслы по строительству спорткомплекса. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса началось в марте этого года. Основной фронт работ сейчас практически завершен. По словам специалистов, завершить планируют до конца этого года. Хава Гагиева, Джамалей Салтыгов, Новости 24.